В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять 2 регулярных рейса в неделю в Турцию. В России начат прием заявлений на перерасчет выплаты на детей от 3 до 7 лет. Якутские настольные игры необходимо развивать и популяризировать не только в республике, но и по всей стране. Российская авиакомпания будет выполнять рейсы в Турцию и обратно. В период с 15 апреля по 1 июня «Аэрофлот» дважды в неделю по вторникам и пятницам организует рейсы в Стамбул и обратно. А для возвращения на родину пассажиров «Аэрофлота» из Анталии запланировано выполнение 3 специальных вывозных рейсов по маршруту Анталия-Москва 17, 24 и 30 апреля. В Якутске определили подрядчиков ремонта дорог по 28 объектам. В столице продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность их составляет более 33 километров. На работу направят свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Таким образом, из 36 объектов дорожно-уличной сети Якутска, вводимых в эксплуатацию в этом году, без контрактации остаются 8 объектов. Контракты по оставшимся проведут до 1 мая. В Ленске в этом году выпал большой объем снежных осадков. Многим учреждениям приходится прибегать к спецтехнике. Так сделали и в реабилитационном центре. Территорию объекта замело снегом, а убрать оказалось некому. Светлана Балеева с подробностями. В солнечный день техника предприятия «Газпром-Трансгаз Томск» вышла на уборку территории реабилитационного центра от снега. Большие горы уже утрамбованного снега начали бурно таять, и вода полилась в подвальные помещения. Вот за короткое время получилось организоваться. Запланировали, прибыли порядка 20 человек будет задействовано в этом мероприятии и 3 единицы техники. На следующий год планируем это мероприятие провести немного ранее, чтобы не дожидаться паводкового периода. Вооружившись лопатами, на помощь технике вышли и работники предприятия. Надо сказать, что прибыли они в довольно большом составе. Благодаря этому работа шла быстрыми темпами. Помощникам было поручено убирать снег в труднодоступных местах. За 2 часа работы была убрана вся территория центра. Вывезено более 20 машин снега. Реабилитационный центр у предприятия находится под шестом, поэтому помощь оказывается им постоянная. Дарит подарки на 1 сентября, канцтовары, на Новый год сладкие подарки семьям, оставшимся в трудной жизненной ситуации. Хочется выразить благодарность, так как у нас здание новое, «Газпром Томск» сделал на гараже кровлю. По словам Дениса Махтахова, помогать своим подопечным они будут и дальше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Муниципальные предприятия Мирнинского района не спешат переходить на газ. Глава Якутии Айсан Николаев издал распоряжение о подготовке планов перехода транспорта на газ. В первую очередь это касается муниципальных автопредприятий. В некоторых районах республики на этот призыв откликнулись не все. В чем причина, разбирался Роман Муконин. Первые 16 газовых автобусов ЛиАЗ на метане власти Якутска приобрели по федеральной программе в 2009 году. Частная компания построила для этой техники заправочные станции. Спустя время выяснили, автобусы на газе не только комфортно себя чувствуют в минус 50, но и в половину снижают затраты на топливо. Сегодня у нас находится в городе Якутске 38 автобусов «Вектор», 26 автобусов ЛиАЗ, есть еще коммунальная техника, есть пазики, которые просто по региональному 54 переведены. И вся экономия за это все время составила более 2 миллиардов рублей, то есть только на разнице топлива. В обслуживании газовые автобусы также себя показали хорошо. Конечно, внимания они к себе требуют больше, но именно с такими машинами предприятие связывает свое дальнейшее развитие. В нашем муниципальном унитарном предприятии Якутская пассажирская автотранспортная компания серийно автобусы на КПГ начали поступать с 2009 года. С этого времени мы начали использовать активно этот газ. Постоянно идет обновление автопарка по программе именно КПГ. И в дальнейшем мы хотим только наращивать использование данных автобусов.
В Мирном ситуация противоположная. В муниципальные структуры переходить на газ не спешат. В нашем городе не создали ту инфраструктуру, то есть, чтобы мы переходили все на газ. То есть у нас в городе нету ни специалистов, нету у нас ни, как сказать, СТО тех же здесь, где это все происходит, где все делают нам все, где оборудование нам установят. Вот этот бокс не предусмотрен под газ. То есть у нас нету даже финансирования его как-то либо сделать. Потом мы должны специалистов своих обучить. Водителей тех же самых. У нас должны быть слесаря, обученные газом. Они иметь должны определенные сертификаты. Они как-то должны знать все это. Якутск перешел на газовые машины при Айсене Николаеве. Став главой республики, он начал транслировать успешный опыт столицы на все районы. В прошлом году Айсен Сергеевич дал поручение муниципальным властям проработать данный вопрос и перевести практически весь муниципальный транспорт для работы на природном газе. Ну, это как экономический аспект как бы звучал, так и экологический. Но, к сожалению, движения к экономии почему-то нет. Для движения к экономии Алроса готова собрать транспортников района вместе и провести круглый стол, презентовать технологическую цепочку перевода автомобилей на газ, поделиться опытом настройки и обслуживания двигателей и рассказать о программах поддержки, которые оказывает государство. Роман Муконин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Дети из многодетных семей получат приоритет при поступлении в вузы. Такой законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте. Его авторы – вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенаторы Инна Светенко и Евгения Бибикова предлагают предоставить детям из многодетных семей преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Его порядок установит правительство. Семьи с детьми от 3 до 7 лет могут обратиться за перерасчетом ранее назначенной выплаты в течение этого года. Заявление можно будет подать через портал госуслуг после 1 апреля. Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе, и если семья соответствует критериям нуждаемости, будет рассчитан необходимый размер выплаты и произведен перерасчет с начала года. Выплаты будут назначать в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Детские лагеря Крыма начнут принимать детей на отдых с 27 мая. Отмечается, что с учетом эпидемиологической ситуации отряды смогут заполняться не более чем на 75%. При этом детям и лицам, сопровождающим группы при заезде в лагерь, необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Результаты анализа должны быть получены не ранее, чем за 72 часа до заезда в лагерь. В конце марта сообщалось, что Роспотребнадзор предложил разрешить детям отдыхать за пределами своего региона, а также увеличить наполняемость лагерей. При этом отмечалось, что сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с участием родителей отдыхающих. Статистика утверждает, что популярность настольных игр падает. Это связано с появлением гаджетов и компьютерных игр. Поэтому особенно важно развивать и популяризировать национальные настольные игры среди детей, так как они помогут развиваться игрокам в разных направлениях. Сюжет Алексея Лукьяненко. Хабылык и Хамыска национальные якутские игры развивают ловкость рук, мелкую моторику, благодаря чему дошкольники быстрее владевают навыками счета и подготавливают руку к письму. С 2017 года обе игры включены в программу игр Манчары. И, как утверждают юные игроки, для них настольные игры гораздо интереснее и полезнее, чем компьютерные конкуренты. Сидеть за компьютером, портить свое зрение, проводить, в доме, в 4 стенах. Что в этом хорошего? В какой-то компании, друзей или семьи мне нравится больше играть игры вживую. А когда я одна, мне, например, стало скучно, я могу сыграть когда-нибудь в телефонную игру. Мне это интересно. Мне больше нравится играть в настольные игры, потому что мне нравится сам процесс. Хабылык 30 штук, дается спортсмену 2 минуты. И он должен кисть руки держать
на 10 сантиметров выше от уровня стола, подбрасываем, ловим тыльной стороной все кабылы и, подбрасывая, должны поймать только одну. И хамыска, да? Первый, постукивая, должен брать по одному, второе по два, третье 3-1, четвертое поставить 4, потом поймать, пятое, постукивая, взять все и шестой подловить тыльной, подбросить и поймать. Старинные якутские настольные игры постепенно становятся национальным достоянием России. Ведь это досуг не только интересный, но и крайне полезный. Для развития мелкой моторики для детей, для реабилитации пожилых, для реабилитации выздоравливающих людей. Да? Поэтому мы хотели бы, чтобы и в другой городской среде, возможно, в школьной среде, начиная с детсадовского возраста, ребята приучались играть в эти игры. Конечно, очень важна активность семейная в этом деле. 24 апреля в спорткомплексе «Мадун» пройдет первенство города Якутска по национальным настольным играм «Хабылыки-Хамыска». Участие примут школьники с 1 по 11 классы. Алексей Лукьяненко, Григорий Григорьев, Якутск. Дрифт, езда боком и прыжки через огонь. Каскадеры устроили автошоу в городе Мьянме в китайской провинции Сычуань. Как рассказал каскадер Цзэн Сянминь, для него самым сложным в исполнении трюком оказалась езда на 2 колесах. Он может управлять автомобилем, двигающимся только на передних, задних или боковых колесах. Местных жителей особенно впечатлила стимуляция погони и трюк, в котором автомобиль несколько секунд стоял почти под прямым углом. На этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь на нашем телеканале. Мы продолжим следить за развитием событий.